Евстафьевич, я врач-офтальмолог лазерного кабинета Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Сегодня мы приехали к вам в Покровск на нашем мобильном комплексе на базе автомобиля КамАЗ-Сайгак. Этот комплекс нам поступил на эксплуатацию в августе этого года. Мы съездили на этом КамАЗе до города Мирный и до города Нейрунгри. В связи с тем, что сейчас ледовые переправы закрыты, мы приехали в Покровск. Вчера мы работали в Китаре. Пойдемте покажу. Здесь у нас комната медсестринского приема. У нас есть портативная таблица проверки остроты зрения, есть пробная наборочку линз, то есть по необходимости можем подобрать линзы. Также в этом кабинете у нас проводится тонометрия, то есть измеряем внутриглазное давление, если к нам обращаются пациенты с глаукомой. Здесь у нас два кабинета в коридоре, который первый это щитовая, с той стороны, которая обеспечивает электропитание весь наш комплекс, и кабинет, по сути он стерилизационный, но мы его используем как ординаторскую, то есть в нем мы заполняем документы. Здесь у нас непосредственно находится лазерная операционная. Здесь вот на этапе сборки стоит аппарат фирмы Carl Zeiss, комбинированный лазер, который прижигает ткань и также разрывает ткань. И поэтому мы пользуемся вот этими его свойствами для лечения, например, вторичной катаракты, закрытоугольной формы глаукомы. Также проводим коагуляцию сетчатки. Спектр больных у нас в основном это больные глаукомой, катарактой, с периферической дистрофией сетчатки. Также можем лечить пациентов с диабетом, у которых поражение на сетчатке, и также тромбозом центральной сетчатки. Комплекс питается от электрических сетей городского питания, и также имеется собственный электрогенератор на 7 киловатт, который обеспечивает работу в течение 10 часов при аварийных ситуациях. И, допустим, за один прием сколько человек? Максимально у нас в день было 24 человека, это в городе Алдан. То есть 24 человека в течение где-то примерно 8 часов прошло у нас на этом аппарате. Там основные больные со вторичной катарактой были. А сколько длится операция? Процедура в зависимости от патологии. Если больной обращается с диабетом, например, это у нас было в поселке Ильбене, Вилюйского района, на него мы затратили около 30 минут. Это был пациент с диабетом, выполнялась панретинальная коагуляция. Если пациент обращается с поводу глаукома, процедура может где-то 5-10 минут занимать. Хорошо, что приехали наши городские. Как узнала по WhatsApp, та обратилась к своему врачу, а потом вот сейчас лазерную пришла на операцию глаукомы. Думаю, надеюсь, что будет все красиво, хорошо.